Мы здесь собрались сегодня, 19 марта 2013 года, собрались, чтобы почтить память, вспомнить и поговорить о нашем известном деятеле Донбасса времен революции по кличке, по партийному псевдониму Артем, товарищ Артем. А звали этого человека Федор Андреевич Сергеев. Он так и подписывался в своих революционных и послереволюционных бумагах Артем Сергеев. Фактически поменяв, подобно Сталину, поменяв свое реальное имя на партийную кличку. Партийная кличка его, товарищ Артем, стала его дальнейшим именем на его, к сожалению, короткую жизнь. Так вот, сегодня короткую послереволюционную и вообще короткую жизнь. К сожалению, он погиб трагически в возрасте 38 лет, когда уже советская власть стала на ноги. Он увидел плоды того, к чему он так боролся. И так сегодня 130 лет со дня рождения этого, безусловно, достаточно выдающегося политического деятеля. Краткая биографическая справка. Федор Андреевич Сергеев, более известный как товарищ Артем, в советский период обычно писался как Артем Сергеев. 7 по старому стилю, 19 по новому марта 1883 года родился в Курской губернии. Член партии большевиков 1902 года, основатель Донецко-Криворожской Советской Республики. Ну и позвольте краткий митинг, посвященный памяти этого человека, считать открытым. У нас хотят выступить несколько человек по поводу этого. Первым из них записался Мустафаев Родион, председатель Калининского района города Донецка, организации «Молодой регион». Сегодня большой день для города Донецка, для всех дончан. Сегодня 130 лет со дня рождения просто великого человека, революционера. Мы все знаем, какая у него была тяжелая судьба. Мы все знаем его рвение к справедливости. Мы все знаем, что в свои молодые годы он сидел в тюрьме. Мы знаем, что после того, как он вышел, его освободили. У него была так называемая черная карта. Он не мог обучаться в российских учреждениях. И даже это не сломило его дух. Он поехал во Францию, в Париж, закончил там российский университет и вернулся в Россию продолжать заниматься своей большой революционной деятельностью. В этот день хотелось бы сказать о том, что если бы не этот человек, наверняка наш город был бы совершенно другим. Наверняка, я даже сказал бы, возможно, мы не стали бы большим областным центром. Все его действия были направлены для нас, для будущих поколений, чтобы нам, дончанам, хорошо жилось в нашем городе, и мы гордились нашим прекрасным городом. Хотел бы пригласить следующего выступающего и поздравить всех с этим хорошим днем. Спасибо. Мы предоставляем Чернышову Дмитрию, представителю Калининской, Киевской третьей района города Донецка, организации «Молодой регион». Друзья, я очень рад, что сегодня, в этот памятный день, я вижу столько молодых, веселых лиц. Мы радостны, потому что у нас есть будущее. И мы молоды, это значит, что у нас еще впереди много хороших лет. Молодежная общественная организация «Молодые регионы» объединяет в себе молодых людей от 15 до 35 лет. Сергеев Федор Андреевич погиб в 38 лет, но уже в 19 он был участником первых революционных восстаний. В 19 он получил волчий билет. В 19 лет он совершил первый взрослый мужественный поступок. Многим из вас сейчас 19, 20, 25 лет. Вы стоите на пороге серьезных решений. Каким будет будущее нашей страны? Какого цвета будет наша страна? Разноцветная или одноцветная?
Я напоминаю события прошлых лет. Друзья, давайте сделаем так, чтобы эта дата, этот человек и другие люди, которые приложили много усилий для того, чтобы наше будущее состоялось, всегда оставались в нашей памяти. С праздником! Слово для выступления имеет Барышников Сергей Анатольевич, член общественного совета при областной администрации. Приветствую вас. Я еще минуту назад не знал, о чем я буду говорить конкретно. Судьба так распорядилась, мне довелось встречаться и с сыном Артема, с генералом Артемом Сергеевым, который, к сожалению, вот, несколько буквально лет назад ушел из жизни. Так? Прошел всю войну, достойно вел себя, воспитывался в семье Сталина вместе с его младшим сыном Василием. Дал очень хороший пример молодежи и в годы войны, и после войны, выбрав профессию защитника Родины. Он постоянно приезжал в Донбасс, в Артемовск, названный в честь его отца, в Артемовский район. А чуть более года назад я познакомился и поддерживаю отношения сейчас личные, дружеские, с внуком Артема, Рубеном Артемовичем Сергеевым, который, как и я, историк занимается международной тематикой, глобальными проблемами. И о чем я подумал? Вот молодежь, наверное, более активно, так скажем, знает имена тех героев, тех выдающихся личностей, революционеров еще недавнего прошлого. Например, Эрнесто Че Гевара. Да? Че Гевара, в чем общее между им и виновником нашего сегодняшнего торжества? Это все равно торжественный день, потому что мы отмечаем день рождения этого выдающегося человека. Они прожили недолгую жизнь. Те 39, Артем всего 38. Так? Они оба были глобальными революционерами. Артем вел свою революционную деятельность и в России, и здесь у нас, в нашем Донецком регионе, и в Японии, Китае, и даже в далекой Австралии. Даже здесь, в Австралии, там, в стране, которая, в общем-то, только и страной начинала становиться, он создал все равно организованную рабочую социалистическую организацию. И там все знали его как большого Тома, русского человека, русского революционера. После февральских событий 1917 года, когда впервые в истории нашей страны фактически, так сказать, началась страница свободы, Артем через весь мир фактически возвращается на родину, приезжает сюда, в Донбасс, и возглавляет здесь борьбу за то, что он считал лучшей долей для трудящихся. И знаменитые его слова, которые написаны на постаменте того величественного памятника, который кто-то из вас, а может быть и многие видели в Светогорске, да? Памятник скульптора кавалерицы. Зрелище неорганизованных рабочих масс для меня невыносимо. Вот его завет. В любом деле мы должны быть организованы, мы должны быть едины, мы должны быть вместе. И такие, как Артем, возвеличивают и возвеличивать будут наш край. А мы будем достойны его памяти, его великого дела. Спасибо. От себя позвольте добавить, как жил ярко Артем, так и погиб он ярко. Дело в том, что он был в числе делегации, которая во главе с изобретателем на своих, как говорится, плечах, на своей шкуре пробовали испытания так называемого аэровагона. Дело в том, что в 2021 году, можете себе представить, существовали разработки самоучек, правда, может это и погубило, хотя разные версии существуют. Этот аэровагон мог развивать скорость 140 км в час, что по тем временам была скорость космическая. Тогда еще машин толком не было, были лошади, телеги, вы же понимаете, да, скорости какие были несопоставимы. И вот он в числе этой делегации, в числе делегаций иностранных рабочих, возвращаясь из Тулы в Москву обратно, куда не ездили из Москвы с рабочим визитом, к сожалению, он сошел с рельс. Было ли это построено или нет, или это действительно трагический случай, история, как говорится, умалчивает, разные версии существуют, но тем не менее он был в числе тех 6 погибших в этой делегации, которые были в этом вагоне. Вот так он закончил свою жизнь, но тем не менее оставил очень важный след. Буквально в 3 кварталах отсюда есть памятник человека, которого мы очень часто возлагаем цветы по разным поводам. Поводам государственности, поводам национальным каким-то, поводом его дня рождения, я говорю о Тарасе Григорьевиче Шевченко.
Хотя, на мой взгляд, лично своей точки зрения выражаю, Тарас Григорьевич Шевченко сделал немного меньше для нашего края, или уж во всяком случае не больше, чем товарищ Артем. Для его становления, для его развития, для того, что стало в итоге, как бы мы ни относились к советскому прошлому, революция, но тем не менее толчком для этого города, для его развития стало именно пришествие советской власти. Здесь стали строиться заводы, фабрики развиваться семимильными темпами и так далее. Поэтому все-таки мы должны, мне кажется, чуть больше внимания уделять этому человеку, потому что его след в Донецке тоже очень четко прослеживается и тоже очень важен. У него стоят очень много памятников в Донбассе, но к этому памятнику такие акции, как сегодня мы делаем с вами, крайне редко делаются. Поэтому, дай бог, традиция продолжится, и мы будем почаще вспоминать о хороших вещах, которые сделал этот человек. Спасибо за внимание.